В 1990-х годах прошлого столетия процессы в Грузии, в том числе в Абхазии, не были стихийными. Они были запланированы в течение многих десятилетий высокопоставленными российскими политиками и военными службами безопасности, что в конечном итоге привело к этнической чистке грузин в Абхазии. В результате с родных мест проживания было изгнано почти все грузинское население. Поэтому было бы ошибочно рассматривать эти события только с 90-х годов. В ходе описания 90-х годов прошлого столетия, чтобы выяснить причины этих событий, необходимо вновь сделать краткий экскурс по истории Грузии. Как видно в предыдущих 3 частях этого проекта, кстати, ссылки на них я оставлю в описании, упразднение государственности Грузии, отторжение Абхазии и присоединение ее к территории России всегда была целью Москвы, как при Российской империи, так и при Советском Союзе. Преемником и последователем именно этой политики является и сегодняшняя Россия. В качестве доказательства можно привести несколько фактов. В 1945 году один из высокопоставленных чиновников ЦК Советского Союза, находясь на отдыхе в Сухуми, на встрече с главой Абхазского областного комитета, недвусмысленно заявил: есть мнение объединить курорты Абхазии и Сочи и образовать единый курортный округ на Черноморском побережье с непосредственным подчинением его Москве. В 1945 году, находясь также на отдыхе в Сухуми, высокопоставленный член ЦК Компартии Паскребишев возвращается к вопросу объединения Абхазии и Краснодарского края в единую курортную зону с непосредственным подчинением Москве. Как на это посмотрят абхазские и грузинские товарищи, если объединить Сухуми, Новый Афон, Кудаута и Гагра с Сочи и создать единый курортный округ с подчинением Москве? В начале 60-х годов прошлого века в повестке дня ЦК Советского Союза был поставлен вопрос о лишении в Грузии грузинскому языку статуса государственного. Причина была приведена многонациональность Грузии. В то время это вызвало в Грузии массовую волну недовольства. Население Грузии, в том числе не только этнические грузины, своим единством смогли отстоять для грузинского языка статуса государственного языка. Однако в то время первый секретарь ЦК Компартии Советского Союза Хрущев, находясь в ярости, пригрозил грузинам: «Смотрите у меня, грузины, вот натравлю на вас абхазов». Одновременно Хрущев вызвал в Москве тогдашнего первого секретаря областного комитета Абхазии и прямо поручил собрать местный партактив, который от имени абхазов напишет заявление и обратится к Москве с просьбой о присоединении Абхазии к Краснодарскому краю. В 1961 году цитата из доклада секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Суслова, которая была засекречена и в течение десятилетий не была известна широкой публике. На сегодня-завтра грузины начнут бороться против коммунизма за независимость. Борьбу с грузинами надо начать с Абхазии. Микрелии и Сванети следует предоставить автономии. В них по отдельности надо разжечь местническое национальное чувство. Нужно убедить всех, что грузины заселены в Абхазию. Западную Грузию надо противопоставить восточной. После этого исполнить роль примирителя. Если мы посмотрим на хронологию событий в Абхазии и их последствия, можно смело сказать, что абсолютно все подпадает под так называемую доктрину Суслова. Однако не стоит упускать из вида некоторые важные факты, имевшие место до начала вооруженного конфликта в Абхазии. Еще при Советском Союзе Москва старалась придать Абхазии определенный статус государственности. В частности, в 70-х годах прошлого столетия в целях сохранения и популяризации абхазского языка было создано местное телевидение с названием «Государственная телерадиокомпания Абхазии». Сухумский педагогический институт также был переименован и получил статус Абхазского государственного университета. Все это происходило в то время, как Северокавказские республики Российской Федерации были лишены таких привилегий.
Кремль также активно начинает работу над реализацией политики противостояния между абхазами и грузинами. В частности, на территории Абхазии начинает действовать неписанный закон, согласно которому руководящие должности распределяются по этническому признаку, и на большинство из них назначаются этнические абхазы. Особенно такая тенденция ощущалась в университетах, что в конечном итоге привело к этническому разделению университета и весной 1989 года закончилось созданием Сухумского филиала Тбилисского университета. Эти процессы усугубили и без того напряженную ситуацию, и в июле 1989 года переросли в кровавое противостояние между грузинами и абхазами. Несмотря на то, что все эти процессы управлялись из Кремля, организаторы кровавой бойни все равно не смогли добиться поддержки среди большинства местных абхазов. В то время, в период активации национального движения в Грузии, единодушие населения Грузии было на пике, поэтому продолжение кремлевской авантюры было обречено на провал. В Кремле это было хорошо осознанно, именно поэтому эскалация событий была законсервирована и началась реализация так называемой доктрины Суслова. Первый президент независимой Грузии Зуят Гамсахурдия был свергнут вооруженным восстанием, и в Грузии разразился хаос. Этим была достигнута ключевая часть доктрины Суслова. После этого процесс эскалации сепаратистского движения вновь начался в Абхазии путем организации разного рода конференций и культурных мероприятий. Российские спецслужбы начали завозить в Абхазию наемников с Северного Кавказа. Эти боевики без ведома хозяев затем тайно прописывались в дома местных грузин и периодически проходили военную подготовку на российских военных базах, дислоцированных в Абхазии. Параллельно криминогенная ситуация целенаправленно достигла пика. Участились грабежи железнодорожных торговых эшелонов. С поддержки Кремля назначением Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазии местный законодательный орган фактически выходит из конституционного поля единой Грузии. Формируются местные незаконные вооруженные силы. Именно эти незаконные вооруженные формирования в августе 1992 года оказали вооруженное сопротивление государственным войскам Грузии, целью которых было обеспечение безопасности железных дорог Абхазии, что и спровоцировало вооруженный конфликт в Абхазии, хотя реально это была война между Грузией и Россией. Однако вернемся все той же доктрине Суслова. Инспиратор войны Россия по своей инициативе, сразу же взяв обязательство обеспечить прекращение огня и мирное урегулирование конфликта, впоследствии предстала в роли примирителя. ООН также подтвердила это обстоятельство, и российские солдаты прибрали статус международной миротворческой миссии. Однако действия России были совершенно противоположными и способствовали лишь эскалации конфликта, а не мирному ее решению. За время боевых действий, которые продолжались 13 месяцев, по инициативе России и с ее подписью на уровне Совета Безопасности ООН, только по Абхазии было принято более 20 документов. В каждом из этих документов Россия берет на себя ответственность за обеспечение прекращения огня и мирное урегулирование конфликта. На деле Кремль делал все, чтобы масштабы кровавого противостояния были бы как можно больше. Более того, Россия сама признала непосредственное участие в военных преступлениях против Грузии, совершенных в Абхазии в 1992-1993 годах. Именно из-за такой политики России и прямого военного участия в конце сентября 1993 года Абхазия была полностью оккупирована сепаратистскими силами и наемными боевиками. В Абхазии была проведена беспрецедентная этническая чистка грузинского населения, которая продолжалась после окончания военных действий. В результате этнической чистки убито десятки тысяч мирных жителей и изгнаны с постоянного места жительства около 350 тысяч местного населения, включая этнических абхазов. Этническая чистка грузин в Абхазии была признана Советом Европейской безопасности и сотрудничества. В каждой резолюции Совета безопасности ООН по Грузии, где стоит и подпись России,
Указывается безоговорочное право беженцев на возвращение в свои дома в Абхазии. Несмотря на такие обстоятельства, российские власти не признают территориальную целостность Грузии. Более того, в 2008 году Россия признала Абхазию как независимое государство. Ни одно государство в мире, кроме пары российских сателлитов, это Никарагуа, Венесуэла и крошечный остров Науру в Тихом океане, который финансово поддерживает Россия, не признает независимость Абхазии и считает ее неотъемлемой частью Грузии. На самом деле, это так называемое признание не что иное, как оккупация Российской Федерации территории Грузии, что также подчеркивается международным сообществом. Как видим, Абхазия, начиная с ее преисторических времен, всегда была органичной частью единой Грузии. Более того, когда в истории Грузии были трудные времена и она была разобщена на несколько княжеств, процесс объединения начинался именно с Абхазии. Именно грузинские князья из абхазского региона начали процесс объединения Грузии, поскольку древние абхазы были грузинами и их цари были грузинами. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Как уже сказал в начале, ссылки на предыдущие 3 части оставлю в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.